В Казани прошел 6-й фестиваль татарской песни «Узгереш-Жиле» «Ветер перемен». Под сводами оперного театра звучали фанк, джаз, ритм энд блюз, диско и еще что-то неведомое, готовое расцветить татарскую музыку и облечь ее в оболочку, звучащую в любой географической точке планеты. Собственно, с этого и стартовал марафон, впервые заявивший о себе еще в 2016 году. О накоплениях и аранжировках, и не только, в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. 6-й концерт фестиваля татарской музыки «Узгереш-Жиле» возвращается к родным пенатам и в те стены, откуда он, собственно говоря, начал свое шествие в 2017 году. Позади и Карнеги-холл, и премьера рок-оперы «Алтын Казан». Теперь мы вновь слушаем транскрипции известных мелодий, и, конечно, будут много новинок. Если бы я не хотел этого, значит, «Узгереш-Жиле» не было. Я это инициировал. Другое дело, как вы считаете, ваше мнение какое? Всегда надо идти с хорошей поддержкой, я думаю, вот результат будет. То, что татарская певческая культура не имеет дрессуры, понятно и без слов. Для качественного оформления песни требуется необходимый ассортимент визуального искусства, плюс аранжировки и подтанцовки. Каждый номер, словно маленький спектакль, готовый уместиться и в малых площадках, как и в гигантских рекреациях. Есть известная история, когда Джон Дикон, басист группы Queen, вышел покурить и забыл риф. Дум-дум-дум-да-да-дум-дум. Да, он говорит, сейчас это очень простой риф, да, я очень сейчас простой риф, вернулся, да, запишем. Да. Вернулся и не вспомнил. Вспомнил только через какое-то время. Ну, чтобы таких ситуаций не было, надо всегда все записывать. Да. Сегодня мы услышим тоже новые голоса. Такой у нас прекрасный певец, как Ильгиз Мухуддинов. Это тоже человек, который владеет и академическим вокалом, и народной манерой, и спокойно может петь фирменные американские вещи. И все это делает в меру, со вкусом и с большим уважением к татарской музыке. Для нас, для артистов, сцена везде одинаковая. Неважно, Карнеги-холл это или какая-нибудь татарская деревня. Как поживаете? Отлично. Главное, не болели, не болеем. Самое главное, это точно. Если есть определенный лимит в песенном накопительстве, то на «Узгереш-Жиле» это не распространяется. Каждая окантовка словно в первый раз. Если вы еще и подкованы в международном отношении, значит вы на верной дороге. Если человек внутри наполнен любовью к земле, к музыке, к детям, к семье, вообще ко всем людям в принципе, и, конечно же, к тому, чем он непосредственно занимается. То есть вот я в искусстве, я 100% люблю то, чем я занимаюсь. Я люблю музыку. Я люблю этот мир. И мне хочется, хоть какую-то капельку коррективу внести вот этого добра, света. 6-летний период – это и своеобразный водораздел в поисках хорошего вкуса и результата. Разумеется, никто на 100% не скажет, получилось или нет. Однако сдвинуть такой сложный локомотив, как интеграция в новое пространство, получилось. Об этом и говорят названия всем известных хитов, как и новый взгляд на, казалось бы, хорошо забытое прошлое. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».